Добрый день, вы смотрите передачу «Акцент». Сегодня в студии работает журналист газеты «Саха-Сырья» Марианна Тыртыкова. В последнее время участились случаи, когда организаторы лотереи помпезно вручают красивый сертификат на приобретение частного дома с земельным участком, но проходят месяцы, годы, а приза все нет, а люди остаются обманутыми и разочарованными. Если организатор лотереи не выполняет свои обязательства, куда могут обратиться обманутые граждане? Когда офис предприятия закрыт, с кого можно взыскать сумму ущерба? Стоимость самого скромного дома с земельным участком составляет около 1 миллиона рублей, а сумма штрафа за неисполнение своих обязательств организатору лотереи всего 100 тысяч рублей. Это значит, стоимость выигрыша никто не возместит? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите в этом выпуске «Акцент». Давайте посмотрим, пожалуйста, видеосюжет на эту тему. В прошлом году в национальном празднике в городе Якутске я выиграл лотерейный билет «Дом с земельным участком», но приз так и не дали. Прошел год. Я ходил в компанию «Саха-Гранд-Строй» несколько раз. Так каждый раз отлаживали, так и не дали. Прошел год уже. Итак, мы посмотрели видеосюжет, в котором в прошлом году в городском ИСЭХе Туймады Валерий Гаврилев выиграл частный дом с земельным участком, но по истечению года компания «Саха-Гранд-Строй» приз молодому человеку так и не вручила. С этим вопросом мы обратились за комментарием к старшему помощнику прокурора республики Марианне Владимировне Рожиной. Здравствуйте, Марьяна Владимировна. Расскажите, пожалуйста, вот если организатор лотереи отказывается выполнять свои обязательства, то есть не вручает ни земельный участок, ни частный дом, что в этом случае делаете обманутым гражданам? Здравствуйте еще раз. Во-первых, хотела бы я сперва разъяснить, что такое лотерея. Порядок организации проведения лотереи у нас регулируется федеральным законом о лотереях. Данным федеральным законом, в частности, установлен контроль за организацией и проведением данных мероприятий, а также ответственность лиц, которые взяли на себя обязательства, в том числе по проведению данных мероприятий. Под лотереей, согласно статье 2 данного федерального закона, понимается игра, в которой одна сторона, оператор лотереи, проводит розыгрыш призового фонда, а вторая сторона, участник лотереи, претендует на получение данного призового фонда, если она по условиям лотереи будет признана выигравшей стороной. И если гражданин по условиям лотереи признан выигравшей стороной, то есть признан победителем, он, согласно статье 20 Федерального закона о лотереях, имеет право требовать от оператора лотереи, то есть от, например, юридического лица, который проводил данную лотерею, выдачи ему приза в соответствии с условием договора, тот срок, который установлен договором, либо если этот срок договором не установлен, то в течение 10 дней со дня завершения лотереи. Также федеральным законом установлена ответственность за отказ в выдаче приза, либо за невыдачу приза в установленный срок. Это административная ответственность. В частности, частью 3 статьи 14.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что за отказ в выдаче приза, либо за нарушение порядка и срока выдачи приза для юридических лиц наступает ответственность со штрафом в размере до 100 тысяч рублей. Если гражданин считает, что его, прямо отвечая на ваш вопрос, если гражданин считает, что его право нарушено, он может обратиться по этому вопросу в уполномоченные органы, в данном случае, возможно, в органы прокуратуры, либо в налоговый орган, который в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 913 является специально уполномоченным органом государственного надзора в данной сфере. Но дело в том, что офис компании «Саха-Гранд-Строй» в городе Якутске закрыт, то есть молодой человек к ним ходил, несколько раз обращался, там закрыто. Значит, в этом случае он может писать заявление в органы прокуратуры или в налоговую службу, да? Да, по предприятию «Саха-Гранд-Строй», да, если офис компании закрыт, то может быть идти речь о ликвидации, либо прекращении деятельности юридического лица. Насколько я знаю, «Саха-Гранд-Строй» в настоящее время действует. В этом случае в порядке статьи 1063 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин может защитить свое право на получение выигрыша в судебном порядке. То есть он может обратиться с заявлением в суд о взыскании приза
и о возмещении ущерба. Да? Ну, в случае, если предприятие ликвидировано, то действующим законодательством также предусмотрена возможность возмещения ущерба. В данном случае работает ликвидационная комиссия, если она назначена, да, и предприятие ликвидировано, соответственно. При наличии судебного решения и при предъявлении требований кредиторам ликвидационная комиссия принимает меры по взысканию ущерба, то есть по возмещению ущерба, который причинило предприятие. Но тут есть определенная очередность, которая установлена законом. В первую очередь взыскивается вред, причиненный предприятием жизни и здоровью гражданина. Во вторую очередь взыскивается заработная плата, выходное пособие. В третью очередь подлежат возмещению деньги, которые должно предприятие в бюджеты и в небюджетные фонды. Ну а в четвертую очередь взыскиваются требования иных кредиторов. Но, как вы заметили, размер штрафа организатору лотереи составляет всего около 100 тысяч рублей. А насколько мы знаем, примерно стоимость самого скромного частного дома с земельным участком в городе – это около 1 миллиона рублей. То есть разница существенная – 1 миллион и 100 тысяч рублей. Эту разницу гражданину никто не возместит, да? Нет, ну тут мы говорим не о разнице. А штраф, который предусмотрен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, это административная ответственность предприятия за нарушение, да, порядка и срока выплаты вот этого выигрыша. Как я уже говорила, гражданин в данном случае может обратиться в суд о взыскании в свою пользу своего выигрыша. При вынесении судом положительного решения по данному вопросу, да, выдается исполнительный лист, который направляется в службу судебных приставов исполнителей, и те в порядке федерального закона об исполнительном производстве уже должны принять все предусмотренные законом меры по исполнению решения суда о взыскании данного выигрыша. То есть Валерий Гаврилев, участник нашего видеосюжета, сможет добиться, чтобы ему выплатили как земельный участок, так и частный дом, да? Да, он может обратиться в суд по этому вопросу. Марьяна Владимировна, спасибо вам за комментарии, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Это была передача «Акцент». До новых встреч!